Сейчас строятся роскошные медицинские центры в курортной зоне Аваза. Это повсеместно рекламирует власть как одно из самых больших достижений эпохи Нового Возрождения. Насколько вам известно, дают ли возможность там лечиться бесплатно или с существенными льготами ветеранам войны? Или эта курортная зона рассчитана на богатых иностранных посетителей? Я вам скажу так, я, конечно, всех подробностей, что происходит вот на строящейся до сих пор курортной зоне Аваза, куда, по словам президента Гурбангулы Бердымухамеду, собирается вкладывать аж целых 4 миллиарда долларов. Но, видя, в каком темпе там идет строительство, и уже первые как бы поселенцы там есть, или отдыхающие, я бы сказал, туда для категории граждан, которые не имеют, скажем, среднего достатка или, скажем, необеспеченной работы, там делать нечего. Для них этот курорт или эти здания не рассчитаны или не предусмотрены для них этот отдых. Я не знаю, может быть, Бердымухамедов из-за того, что эти корпуса пустуют, туда зарубежные туристы не будут ездить, с учетом того, что Каспийское море это как бы море розы ветров, то есть ветры там могут дуть в течение дня, изменить свое направление 5-6 раз. И там нет такой зоны, где климата, где бы Средиземное море хотя бы близко было. Поэтому там 3 месяца или максимум 4 месяца курортный сезон, а потом-то пустуют эти здания. А раз пустуют, они проходят негодность. Может, с учетом того, они предложат ветеранам войны приехать отдохнуть там. Но 90-летнему старику нужен ли такой отдых среди зимы на берегу Каспийского моря? Вот этот еще вопрос вот такой встает, надо быть. Может, этому ветерану лучше отдать деньгами, чтобы он дома мог дожить или прожить свою жизнь среди своих правнуков. Но это же ведь есть, и мы все знаем, в Туркменистане официально безработица превышает больше 50%. Значит, эти пенсии ветеранов больше всего уходят на, скажем, на обеспечение семьи своих безработных детей, сыновей, внуков. Вот куда уходят ветеранские пенсии. Об этом нужно говорить, и в этом нужно признаться властям Туркменистана. Я поэтому предлагал, когда я выступал по Радио Свобода, ну что за мизер $70 на 1500, на 1500 ветеранов войны. Если бы даже власть раскошелилась по $10 000 на каждого, это была бы сумма не больше 16 миллионов долларов. Это мизер по сравнению с тем, когда мы видим, что власти гробят народные средства или государственные средства на ненужное совершенно строительство любых объектов, которым сегодня нет никакой нужды в Туркменистане. Господин Саюнов, вы вспомнили ситуацию с ветеранами, с участниками войны в Узбекистане. А если сравнивать жизнь туркменских ветеранов с ветеранами и в других странах Центральной Азии, то где еще власти более эффективнее помогают ветеранам? Если судить по отношению властей к ветеранам Великой Отечественной войны, я думаю, на территории Узбекистана это гораздо лучше выглядит, чем в нашем Туркменистане. Это я должен констатировать. Я думаю, в соседнем Азербайджане отношение к ветеранам войны гораздо лучше, чем в нашем Туркменистане. Даже в Российской Федерации, как показали вот события, что ветеранам войны выделяют квартиры, пусть они однокомнатные, пусть чего-то, но все равно эта квартира или же деньги, эта же квартира останутся их внукам или правнукам. А у нас наши власти отделались, именно вот отделались не поблагодаря, а отделались от тех людей, которые нам добыли этот день $70. И как им это не стыдно? Перед этими ветеранами, перед нашими аксакалами, которым осталось-то совсем чуть-чуть. Я этого никак понять не могу и воспринимать не могу. Умом понимаю, а сердцем не воспринимаю.
Это так обидно и больно за тех людей, которые победили такого врага и сегодня оказались ненужными своим сыновьям и внукам. Я имею в виду наших правителей. Несмотря на ту мрачную ситуацию, которую вы описываете с туркменскими ветеранами, участниками войны, в завершении с мыслью о надежде мы закончим наш разговор. Но хотелось бы все-таки, учитывая то, что 65-летие Дня Победы — это все-таки большой праздник, и не только в жизни самих ветеранов, но и в жизни всех народов, которые участвовали в борьбе против фашизма. С чем бы вам хотелось обратиться ко всем туркменским ветеранам войны вот в праздновании 65-летия Победы? Во-первых, каждому фронтовику отдельно от меня, от моей всей семьи низкий поклон за ту добытую победу. Во-вторых, здоровья им, здоровья и еще раз здоровья на многие годы вперед. И хотелось бы, чтобы они, естественно, радовались этой жизни, радовались своим детям, внукам, и чтобы их жизнь была гораздо получше, чем нынешняя или сегодняшняя. И дай Бог, дай Всевышний, чтобы услышал их все молитвы о том, что они желают нам, всем своим потомкам. Мы всегда будем помнить их подвиг, их ратный труд, что в тылу люди трудились, что на фронте воевали. Есть, конечно, очень много благодарных потомков, которые никогда сами не забудут и своим детям передадут о тех ратных делах и подвигах ваших. Низкий вам поклон еще раз и поздравляю всех вас с Днем Великой Победы. Здоровья вам! Спасибо, господин Саюдов. И вам спасибо. И вас также спасибо взаимно. И всех людей, всего бывшего постсоветского пространства от себя поздравляю с этим великим праздником. Всего доброго. До свидания.